русском, на казахском будет? На русском. А, хорошо. Ну, местами на казахском. Первый вопрос. Кто-нибудь слышал о движении Казаграммар? Нет. Вот твой, да? Действие Казаграммар я пользовался. Это языковой активизм. Вообще, моя тема к бизнесу не совсем имеет отношения, как предыдущий раз. Моя тема относится к социальной ответственности. Ну, с этой точки зрения тоже к бизнесу, да, можно приплести. Я к тому, что вообще, кто за то, чтобы казахский язык перешел на латиницу? Латиница өткенге. Латына. Ну не сейчас. Ну не сейчас. Ну не сейчас, но ладно. Прямо сейчас. Значит, Вчера. вы за то, чтобы пока оставалось на кириллице. Я за то, чтобы сейчас это делалось, но это делалось достаточно долго. Ну, то есть, как... Безболезненно. Да, это очень болезненно. Понятно. В принципе, так и есть сейчас. Кириллица пользуется, так что... Мне кажется, такие мысли возникают из-за того, что люди не до конца понимают некоторые особенности казахской кириллицы. Латиница? Нет, кириллицы именно. У казахской кириллицы есть свои особенности, Потому что букв больше. букв больше, и есть еще там куча особенностей. Вот. И для того, чтобы правильно перейти на латиницу, нужно... Нет. Вообще сначала давайте определимся, зачем переходить на латиницу. Вот как вы думаете, зачем это Ну, нужно? для глобализации. Потому что, удобнее будет. Да, это самая да, очевидная как бы. Но самая главная причина – это языковая реформа. Латиница нужна, как я сейчас сказал уже. У кириллицы есть свои недостатки, и латиница этот недостаток должна будет исправить. Самая первая и главная причина. Это запомните пока. В конце поймете, зачем это нужно запоминать. То есть это идет к тому, что восстановление исконных особенностей казахского языка. Это тоже важно. И второй пункт – некоторое сближение с другими тюркскими языками, то есть общность какая-то, общий единый дух, тюркизм, да, и так далее. Кыргызов же до сих пор уже латиница, ой, кириллица. Да, и к кыргызам тоже дойдем. Это относится, да? Можно следующий? И теперь нужно понять, как правильно перейти на латиницу, да? Там же это тоже важно. То есть этим занимается несколько организаций в Казахстане. Тель-Билим института имени Байтурсунова. Еще есть Тель-Казна, научно-практический центр, что ли, в Астане находится. И Казаграммар, конечно же. И по мнению некоторых людей, Казаграммар лучше всего этим занимается и лучше всего разбирается. Да? Не знаю. И вот Наверное. к концу поймете, почему так говорят. И как правильно перейти? Понять особенности казахской кириллицы. Пока слайдов нет тут. Второе. Переход на латиницу – это не транслитерация. Транслит знаете, да? Транслит – это буква, побуквенное Да. Примерно. перемещение, да. Это Замена. не пойдет в нашем случае. И при переходе на латиницу нужно сохранить единообразие символов латиницы. Тоже важно. И еще эстетическая сторона. Эти буквы, когда визуализируются, они должны быть более-менее читабельны и Они будут обталабы, да, насиловать, ударяются, да, да, не насиловать глаза, понимаете? Не насиловать глаза. Это вырезка из одной книги одного видного казахского ученого, который придумал кириллицу. Вы думаете, откуда появилась кириллица в казахском языке, да? Появилась она в 40-х годах, в 40-м, да, если быть точнее. А до кириллицы что было? Латиница. Латиница. Арабская. Аж 2 раза было. А до латиницы? Арабская весь. Арабская А весь. до этого там наскально вот эти. Наскально, да? Вот. Это хорошо, да. И вот этот человек, то есть ученый Серсен Аманжолов, пишет: переходим на кириллицу 40-й год. Что мы делаем? Мы берем казахские слова, все переформатируем в кириллицу, но есть много интернациональных слов, якобы интернациональных, которые пришли из русского языка. Их нужно писать точно так же, как в русском языке.
В этом и заключается проблема, которую это так своеобразная бомба замедленного действия, которую заложил Сарсен Аманжолов в 1940 году. И эта бомба сейчас начала взрываться, когда сталкиваются два элемента, кириллица и латиница. Вот эти проблемы и выявляются. Можно следующий слайд? То есть вы запомнили, он сказал, что нужно сохранить русскую орфографию в казахском языке. Что уже странно, да? Это запомнили. Теперь вот алфавит, который предлагает движение казаграмм. Видно, да? Что здесь необычное, я вам скажу. Вот к и к. Для к и к один символ, а в кириллице два символа. Вот г, он в латинице обозначает версии казаграммы, обозначает сразу два кириллических символа г, г. Что еще необычного? Вот си, да, латинская си, она обозначает ш. Здесь нет ч. Потом объясню, почему нет ч. Кстати, сразу объясню, почему нет ч. Потому что совсем, то есть не совсем Аманжолов, а сам казахский язык, в нем нет слов, в которых был звук ч. Еще ю не было. И В нету, да? Еще ю нет. Здесь нет ю, я, все. Можно следующий? В тоже нет. Да, и мягко. Еще раз. Был в казахском языке. Вот эти лишние буквы. Еще, да. Вот все эти буквы, они в казахской кириллице, вообще в казахском языке, они лишние. Можно их сразу убрать, и ничего не изменится в казахском. Изменится только те То, что слова. надо учить больше, да, вот этих, то, что надо учить, что есть такие буквы еще. Да, можно следующий? Эти лишние буквы как изменяются, когда переходим на латиницу? Ц превращается в С. Русское слово цемент, да? По-казахски после реформы, да? Помните, главная цель латиницы – это реформа казахского языка. Убрать те звуки, которые не нужны для Не казахского. пользуются. Не присущий казахскому. Не присущи, да, спасибо, Алла, подсказка. Цемент – это семент. Казахша. Цирк – цирк. Сначала это смешно, да, вот ты смеешься, да? Мужчина, мужчине. Ч никогда не было. Вот слово чемодан, да? Мы сейчас говорим по-казахски чемодан, но мы на самом деле говорим не по-казахски, мы говорим по-русски. В рамках казахского. Ч превращается во что? Ша. Ш. Прекрасно. Любое Ч иностранное, когда входит в казахский, сразу превращается в Ш. Вообще, Шамадан был? шамадан. Еще есть вариант шабадан. Более продвинутый вариант. Мы пока не готовы к этому. Чартер, да? Чартерный рейс. Шартер. Так как ударение обычно у нас в конце, да? Мы можем здесь в конце поставить. Шартер. Шартерный рейс. Как красиво, да, уже звучит? Лучше, да? Чем чартерный рейс. Ну, чартер это почти везде же, в английском языке тоже говорят чартер. Это с английского, да, с английского. А на казахском языке чартер. как бы, Шартер, да. Шартер. Это что? Чех. Чех. Это национальность. Чехи. Или футболист. А это компьютерный термин. Чик. Щип. Это будет шип. Точно так же, как у нас есть слово жип, да? Веревка, жип. Мы спокойно произносим жип. Тогда почему мы не можем так же спокойно произносить шип? No problem, да, здесь? Любое это, электричество, элеватор, там, эксгумация, эксгибиционизм, все это Е переходит. Элеватор, Е, элеватор. Ну, это самое простое правило. Я, Ю. В русском языке они сами эти звуки уже являются дифтонгами. То есть внутри этого спрятано, да, нет два звука. И у нас это будет Я. И это краткое И. Это А. Краткое И это О. Твердое У, да? Помните, да? УР. И здесь читабельно. Попробуйте прочитать это. Не смотря сюда. Аю. Да, это медведь. Аю. А W почему? Почему W, да? Это У.
Можно следующий слайд? Если бы написали на кризис, просто был бы А и все. Ну, вообще, мы даже в русской школе проходили, что в казахском языке у, который идет на конце, это согласные. Да. И здесь как бы это акцентируется на этом больше, Да. чтобы не путать их. Получается, алла будет через W. Да, А, Л, W, А. И это начало 20 века. Это русские слова, которые вошли в казахский и попытались тогда их записать на латинице. Вот Америк, Азия, Азия, Африк, Африк. Вы видите, что F превращается в P, А в Э, Россия, Федерация. да, ну, это кажется сейчас смешным, да, но тогда это не было смешно. Это правильные казахские слова. Справа. Правильно адаптированные казахские слова. Да. Да, когда-то это считалось правильным. Сейчас из-за того, что 70 лет подряд была кириллица, когда мы слышим это, нам кажется, что это что-то признак необразованности, признак низкого языка, да, но на самом деле это не так. На самом деле это исконный казахский, это самый настоящий оригинальный. Когда мы переходим на латиницу, вот этот факт нужно в первую очередь учить и понять. А государство не понимает? Ученые большинство понимают, да? Чиновники не понимают. И неученые люди тоже не понимают. Осман понимает. Так, главное, чтобы ученые понимали. Можно next? И я говорил про эстетику, да, про то, чтобы глаза не спотыкались, да, когда читаешь латиницу. Это вот один из последних вариантов латиницы, которую предложило государство. Да? Здесь что написано? А почему там нужно маленький? Чтобы Маленький. маленький, потому что вы поняли, что это один звук. Шава. Да. И здесь есть некоторые неудобства, видите? Акут сразу бросается в глаза. Маленькая х там и так далее. А это версия казаграммы. Вы видите, что все на одной линии находится. Что все четко, красиво и гармонично. Тоже маркетинг, да, делают. Это к тому, что удобство письма тоже должно учитываться. То есть Набирать нужно, тоже. да, набирать тоже удобно. И нужно поменьше таких знаков надстрочных. Эти знаки называются диакритическими. Диакритика, да, в общем. Следующий. Или апостроф у меня же называют. Апостроф это после буквы уже, не над. Это а отдельный сбоку. знак будет. Да, апостроф это сбоку. То есть чем меньше знаков надстрочных, тем лучше для алфавита, для чтения, для эстетики, для дизайна, Для письма. для письма, для всего. Что меньше? Чем меньше надстрочных знаков, запятые, тем каких-то, лучше, да. да, тем лучше. И некоторые люди пишут сейчас, да, некоторые по инерции пишут, как в английском, да, наша казахская ш, русская ч, да, и н, казахская н, некоторые так пишут. Это не буква ин, мягкая. Ну, типа не. Слово не. Ну, и Н с точнее, хвостиком. Н с хвостиком имеешь? Ну, такое мягкое. Ну, обычно, когда вот используется что-то мягкое, в переходе мягкое. Именно. Мягко я потом Слова, покажу. например, там просто N и H. Там J. вот это мягкое, это n с диакритическим знаком с акутом. N и над ним запятая, да, как грубо говоря. Но здесь почему казахскому языку не нужны такие сдвоенные буквы, диграфы? Как вы думаете? Асхана, Ашана. Вот причина. Казахский язык является агглютинативным языком. А это такой язык, где при словообразовании, когда новые слова образовываются, к нему прицепляется суффикс, окончание и так далее. То есть слово может удлиняться. Чем длиннее одно слово, тем сложнее его воспринимать в чтении.
Поэтому такие сдвоенные буквы удлиняют и без того длинные слова в казахском языке. Поэтому для алфавита это никак. Вот если видите какой-то вариант латиницы, да, их сотни, да, сейчас. В интернете много гуляет вариантов латиницы, да. Посмотрите, индикатор, да, такой. Как распознать неадекватную латиницу? Как распознать плохую латиницу для казахского? Видите эти диграфы? Все, можно эту латиницу смело в топку. То есть забыть, как мусор. Понимаете, да? Поэтому для ш нельзя брать эту букву. Потому что она лишний раз удлиняет и затрудняет чтение. А почему не S, в общем, с апострофом не поставить? Ну, не апостроф, как это называется? С с апострофом? Да, почему так в Ш не перевести это все? Так будет легче, потому что все привыкли, что С это как бы ну, Ш. Да, я скажу. Потому что в предыдущем слайде мы говорили, что должно быть меньше. Чем меньше Ну, это немного, в диакритики. принципе же. Например, Ш это многие достаточно много. Это первая причина. Вторая причина, буква С латинская, она без дела стоит. Ну, тут A, B, C. Да, A, B, C, после B, C, сейчас во всех вариантах, которые предлагают последними, она без дела стоит. Да, да. Поэтому Есть, но не Да, используется. да, А да. S как будет использоваться, например? Ну, вот. S как S, S как S, Да, 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 правильно, правильно. а C как Ш. а C как Ш. Помните турецкий язык? Там что обозначает латинское С в турецком? Дж или Ч? Ж. Ж. Они тоже используют С как G, и у них все окей. Да? Next. Я говорил о трудности чтения, да? Вот. Легче прочитать вот это, чем вот это. Попробуйте прочитать оба. Не держи лучше. Шамашина? Шамашин, да? Лыжника, да? Да. Кого чего? Лыжника. Ну, просто я бы по инерции, бы, если был бы иностранный, ну, вообще, кто английский изучает бы, Канкисимин просто прочитал. А, Канкисимин. как иностранец воспринимает турецкий язык, видя Не, Си я в просто- турецком языке? Когда пытаюсь переводить, я всегда первый S беру как, ну, как К. А вот скажи мне, вот правильно сказал, вот парень. Иностранец, Турецкий он читает. турецкий, он бы прочитал Джанга Джинен. Да. Кстати, турки читают иногда слово компьютер джомпьютер, что тоже забавно. И у них это даже вошло в обиход. Для них это нормально. То же самое можно и должно быть с казахским впоследствии после перевода на латиницу. Next. Еще вы заметили, что в версии Казаграммар нет Q и G. Вот это называется Бревис. Или Это Г. Этот знак обозначает, что это Г, в общем, да? Почему мы используем только одну букву для К и К? Почему? Потому что в казахском языке звук К совмещается, скажем так, только с гласными заднего ряда. Это А, О, О, Э. То есть вы не можете сказать, вот эти гласные это передний ряд, да? Е. Вы не можете К добавить к этому. Вы никогда не скажете Мэ. Ну, это же этот, ну, как, на тайском языке обучались, там же в слове, Где только глаз мягкий, всегда мягкий. где стоит Х, вы уже не можете поставить как бы, то Закон есть, синхронизации. Да, сингармонизм. Мягкость, твердость, да? То есть она, как бы вот это гласный передний ряд, она как бы смягчает букву. то есть она Как бы посоленная. Это сами по потому себе что- мягкие звуки. Да, да, да. То есть она как бы как диграф становится. Не сказал бы как диграф, но он Ну, в смягчает. смысле это Одно обозначает. меняет сразу. Да. Как бы диграф, который не видно. Ну, Да, эти два звука, да, аллофоны, это называется аллофоны. Да. Варианты одного звука. Логично, логично. Вот вы сразу это прочитаете как казах, а это вы сразу прочитаете как кын.
а не как хон или Да, да. хэн, Интуитивно. интуитивно. Даже х с э сложно. Это как бы мягкий знак получается, невидимый мягкий знак, Да. который не видно. Да, да, абсолютно верно. А то твердый знак, который тоже не видно. Да. Невидимый. Вот эта фишка казахского языка должна вовсю использоваться в новом алфавите, чтобы было легче. Ну, Токаев, по-моему, за это, да? За ученых. Вроде да. Ну, самое главное. Ну, по крайней мере, он попросил переделать. Next. Да, он же намекнул за ученых, что как ученый скажет, так и все. Г и Г то же самое. Халам, гуль. А интересно, а машина это поймет? Невидимую видит? Что поймет машина? Да, компьютер. Ну да, если Поймет, вбить да? программу, Ну Да, это без проблем. Можно поменять. Мы возвращаемся к звуку У. Вы спрашивали, да? Про У. Да. рога На будет. самом деле, да, на самом деле, У и И, да, вот эти два звука, в казахской кириллице, они состоят из двух звуков внутри. Это матрешка, вы открываете ее, а там два звука внутри. Вот эти два звука красным выделены. У – это О плюс согласный У. То есть У – это на самом деле согласный звук. Поэтому мы обозначаем его этим согласным звуком из латиницы. То есть на самом деле слово су, да, вода, пишется на латинице как су. Либо, если мы это запишем кириллицей, будет с, потом будет о, потом будет обычная у. Да? Да, правильно. То есть чисто как надо сказать сөзі сол. Как слышится, да, қалай естіп тұр солай. Надо сказать. Здесь она согласна из-за того, что она стоит после гласной то. Звук и. У нее тоже, у нее два варианта. Плюс и, плюс и. Твердая, мягкая, помните? Сейчас в кириллице слово собака пишется ит. И т. Когда перейдем на латиницу, этот звук, эта буква расшифровывается, то есть открывается. Там мы знаем, что внутри одно из этих двух вариантов, один из этих двух вариантов. Получается краткое и т. Краткое и согласное тоже. Согласный звук. Эти два на самом деле согласны. Должны были бы быть. Брюки превращаются. Краткое и согласное, а это состоит из плюс согласное и. Вроде понятно, да, Мистер? Next. Как другие тюркские языки пишут слово су? Обратите внимание, все, кроме казахского, пишут так, как это слышится, то есть так, как это должно быть. Харалбахский. С, О и согласная У. Ногайский, да? Это два ближайших языка к нам. Казахский, карабахский, ногайский. Это как, не знаю, это как три брата, три родных брата. То есть взаимопонятны, без переводчиков. Интуитивно вы, если слышите эти языки, вы без проблем поймете, если вы знаете казахский. Крымско-татарский. То же самое, у них V означает согласный У. Кыргызский тоже ближайший к нам язык. У них то же самое, Су. И узбекский. То есть все пишут, как бы нормально пишут, как надо. Да? А наши на кириллице пишут не совсем нормально. Сегодня пришел, писал себе говорится за. Next. И как пишутся некоторые слова кириллицы в варианте казаграммы. Попробуйте прочитать. Ауарай. Ауан, жуан, толстый, да? Жу.
Жу. Мыть. Понятно? Next. Дальше сложнее и сложнее. Я попытаюсь быстро пролистить это место, чтобы не нагружать вас. Нам нужно еще разобраться с звуком У на конце слова. Мы знаем, что У уже состоит из двух звуков. О плюс согласный Б. Но это только в начале, в первом слоге слова. А в последующих слогах он пишется через или мягкий вариант. То есть опять мягкий, твердый. Бару. Вы пишете на кириллице бару, слышите бару, да? О плюс У, бару. Но на самом деле это легче и правильнее писать через плюс W, да? Почему? Хотя бы потому, что потом логично поставить этот суффикс бару. Так, сейчас я попытаюсь объяснить лучше. Вы знаете, деепричастие. Это деепричастие. В казахском деепричастие, суффикс деепричастия это п, сразу 3. Хотя на самом деле это просто п должно быть. И сразу упрощается заучивание этого суффикса. Есть просто п, который добавляешь в бару. Вот это заменяется на п. Бар кельде, да? И так далее. А в этой версии вы убираете вот это, да, бар, у, да? И туда добавляете и п. Сразу Бар. две буквы добавляете. Непонятно, да? Откуда появилась, да? Вот. Откуда появилась да, там? Она изначально была там. Просто ее спрятали здесь. Вроде понятно. Next. И самое интересное, как читать заимствование, да? Есть казахское слово «мурат» через «о». Оно попало в русский язык из казахского. И русский язык, он в соответствии со своей фонетикой переделывает «о» в «у». Это нормально, да? И потом к нам из русского языка попадает имя Руслан. Но мы ее не переделываем, а оставляем как есть в казахском. А это неправильно. Мы должны ее тоже переделать. Имя Руслан тоже нужно переделать. Руслан. Любое «у», да, иностранное, попадая в казахский язык, должно форматироваться под фонетику. «У» превращается в «о» или «ы». Например, название государства Судан, да? Мы пишем ее так же, как пишут на английском Судан, так же пишут. Но это английское «у» или русское «у», да, здесь? Оно попадает в казахское это слово. Значит, мы ее как произносим? Судан. Так и работает любой язык. Все, что попадает из казахского в русский язык, не остается таким же. Как я уже говорил, мы говорим «мурат», русский человек, русскоязычный, он слышит это и говорит «мурат», да? Он не скажет «мурат». Точно так же это работает и в обратном направлении. Да. Поэтому это важно. Поэтому вообще важно делать реформу языка. Поэтому, как я говорил в первом слайде, самая главная причина перехода на латиницу – вернуть вот эту фишку. Да. А не быть языком, который полон варваризма. Варваризм – это когда иностранные слова попадают точно в такой же форме. Поэтому это в какой-то степени, поэтому это важно, в общем говоря. Next, пожалуйста. Привести в порядок. Привести в порядок, систематизировать казахский. Этот вариант предложили месяц назад где-то, может больше месяца, когда, помните, Тухаев сказал, что
нужно переосмыслить, переделать латиницу. Последнюю версию, где есть Y с акутом. Да? Эта версия очень похожа на турецкий, но здесь проблема в чем? Здесь присутствует Ч. Ч нам не нужна. Ч, все, что на Ч, в казахском превращается в Ш. Без проблем. Здесь есть Н. Но это Н, она с хвостиком. Эта буква тоже очень неудобна. Лучше ее сделать. Можно next? Еще? Еще. И еще. Вот. Лучше ее сделать так. Ты же про это спрашивал? Н, которая смягчается. С этим, с апостолом. С акут, да, это акут называется. С акутом, да. Кстати, скажите, как слово акут, попадая в казахский язык, будет произноситься правильно? Акт. Акут. 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 Вот. Акут. 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 Нет, Нет, еще если с русского акут будет. Ну, типа, кумыс же, это же кумыс, значит, акут будет акут, нет? Акут. Акут. вот это У автоматически в О превращается. А почему тогда? Камаз. Ну, да, два слога. Кумыс это, Ну, да. это уже адаптация. Для сравнения, вот, мы думали, какой из букв Н выбрать для казахского Н. Этот не подходит, да, сразу? Я говорю. Почему? Потому что это диграф, помните? Диграф удлиняет слово, усложняет. Один. Что один? Здесь очень важную роль играет даже 1 миллиметр. Потому что если все это масштабировать, если это все в гигабайты переводить, это будет уже терабайты и вообще. Не, мне нравится. Как на английском. Это создает какую-то рябь. Видите, над ним знак. Если в казахском в одном слове несколько «н», да, может встречаться. Шамг, шимын, да, как? Если здесь нет такого слова. Если эта буква будет в одном слове 3 раза, да, у вас в глазах немножко поплывет. Потому что из-за этого значка сверху. И вот это сразу отпадает. Апостроф это не вариант. Это тоже диграф. Это тоже отпадает. Потому что все, кроме вот этого, не эстетично. Так и пришли к этому варианту. Вот для сравнения. Как пишется в разных вариантах. Одно и то же слово в разных вариантах. Для сравнения. Назад один раз. Это одна из первых латиниц, первая. Откуда мы взяли ш, да? Си как ш. Это 28 год, 29 год. Здесь си обозначает ш. То есть это уже было. То есть мы не из воздуха взяли. Мы применили ту фишку, которую когда-то тоже другие ученые применили. Ну да, здесь же отдельная буква же как Ш выходит, то есть после Си идет Ш, то есть А, Б, ну, Нет, вот это G. это G. Это не Ч. То есть G была другая. То есть это... Вот это G, а это И. А, это имя. Да. Кратко И. Это Э. То есть И. кратко. Не Вот надо. это, да. И и плюс ГТ. Да. Ит, собака получается. И, Т, собака. А вот это Ж, А, Н, А. Жанга. Тут и написано Жанга Альписы. Ой, короче, улучшили, да? Улучшили. Мы, можно сказать, что мы это Модернизировали. модернизировали, апгрейдили. Апгрейд сделали. Вот и все. На этом все, если В это Казаграмма как вы. можно самый первый слой, там есть алфавит. Порой ничего не сказал. Вот, next. Там было Вот. всё. Как у вас там было? 90. Вон она, в конце, внизу там, да. Вот я. А. Масат оң жақта дауысты дыбыстатыр ғой бәрі. То есть, это будет с одной,
акутов. Не, он же татаранзный. Все эти... В. Идите сюда, посмотрите. Что там? Это все гласные казахского. В версии казаграммы. О, То есть здесь почти нет отличия от турецкого языка. Турецкой письменности, точнее. Ну, в турецком только вот этого нет. Все остальное как в турецком. Как в турецком алфавите, не в языке. А вы не думали поменять вот О местами, чтобы твердо читался О с двумя точками, а мягкое просто как У? Ну да, У. Как У. Просто. Как Ю английский. Ну, нет, У ниже. Да. То есть поменять местами просто У. Потому что, ну, не знаю. Например, какое слово будет создать? Нет, я имею в виду С просто одной менять. точкой, с одним акутом. Нет, я имею в виду просто не переменять местами с обычным У. Просто как-то... У Я и не О. знаю, место. А я сразу скажу, на любую, да? На любую критику. Нет, это просто я Предложение, да? Да, когда сложено, я звук или твердо читается, или как-то по-другому, ну по-странному, в отличие от вот этих вот основных, то туда что-то добавляется. А тут Ну, в наоборот. немецком же О с двумя точками, это же сложно. Нет, я не могу понять, вот здесь усложнили, вот это и С одним акутом сделать и все. Зачем две точки? Там проблема с акутом есть. Есть проблема. Проблема в чем, да? А почему L нету? Я сначала скажу про акут. Акут на самом деле во многих языках обозначает, у него две функции, да, самые. Либо удлиняет слово, если над А поставить акут, это будет в других европейских языках. Либо, если над гласным поставить акут, это обозначает ударение, да? Вы знаете, да? Понял. В слове первый над Е поставьте акут, и вы узнаете, куда поставить ударение, да? Если изучаете русский, да, например. То есть у акута немного другая функция. Давайте тогда на N üstüne Y салат. Здесь нормально воспринимается акут, потому что это согласный. Акут над гласным воспринимается неправильно. А над согласным акут это нормально. А если поставить две точки? Над N С точки зрения эстетики это Да, не да. кажется нормальным. это То есть ненормально, потому что это согласные. Здесь во всех гласных гармония своя, да, скажем, симметрия. Во всех гласных, То есть нелогично. да. Это и для изучения будет просто, если вы сразу знаете. Умляут, эти две точки есть только над гласными, а эти акуты только над согласными в казахском языке. Сразу удобно. В компьютере есть две точки? Немецкий есть? Да, для них есть отдельные символы. Мне понравилось. Да, берете, да? Казаграмма это вот кому? Государственный. Казаграммар это 3 человека, Патриоты. казаграммар это 3 патриота. Нет, вы защищаете это везде. Мы это продвигаем потихоньку, да? Подписывайтесь на них, они крутые. Да, если в интернете просто в гугле наберите казаграммар, первым выйдет. А вы с государством работаете? Не работаем, пересекаемся Нет, в разных конференциях. Нет. Они что говорят? Ученые. Они считают, что к такому совершенному алфавиту народ не готов. Они считают, что там здесь есть свои трудности, которые нужно будет преодолеть вначале, скажем так. Да. Потому что к этому сразу не привыкнешь. Но если к этому привыкнуть, то это наиболее максимально восстановит исконное состояние казахского языка. Его наиболее сильные стороны. А то, что предлагают другие, это немножко компромиссное решение. прозападный алфавит. Нет, это правильно. Я действительно думал. Надо защитить. Парламент надо написать 50 сенаторов, 100 депутатов, 150 тысяч. Да, мы писали даже. Что ответил? Сказали, мы прочитали ваше письмо, спасибо, благодарим.
Ну, это лучше свидания. сказать. Мне кажется, Всё с точки наилучшее, зрения да. больше народу надо подходить. Если там рассказать это максимальному количеству граждан и потом это пускать через народ Да, вверх, общественное мнение. это больше воспримется, чем писать письма, потому что одного человека не послушают. Да, нужно в интернете побольше распространять. Я думал, 50 человек там, Я знаешь, тоже послушают. А кто сейчас казахским алфавитом на государственном уровне занимается? Какой институт? Две организации, тіл білімі институты, Ахмет Байтұрсынов. Сосын тіл қазына деген. Тіл білімі институты осында. Онда Анар Фазылжан деген кісі. Бітірген қателеспесем. Онда Ерден Қажыбек деген кісі. Это Олар не Колобой Батыр находится? олар не дейді? Келісесіздер ме? Біз олармен кездескенбіз, бірақ олар мысалы тіл білім институты орысша у мен и бар ғой, бағана айтқан, соны тура кіргізе салғысы келіп тұр. Орысша у мен и латын әліпбиіне де ауысады. Сол күйі. Оны ашып жазбайды да, у мен и-дің ішінде екі дыбыс бар ғой, о мен қысқа и бар. И-дің ішінде э мен қысқа и бар. Олар соны ашқысы келмейді. Олар орыс тілінде қалай тұр, солай алғысы келеді. А вот сендер осыны қалай білдіңдер осыны? Бұның бәрі ба? Иә. Әліпбилер зерттеп 10 шақты, 100 шақты әліпби зерттеді. Бұны біз 2012-де басталған нәрсе. Давай мен 4-ші болайын, маған мен это с парламентом решил вопрос. Сізде парламентте таныстарыңыз бар. Жоқ, мен это хатты намысына тиіп айтып беремін жазып. И они сделают. Көріңіз. Себебі сіз біз деп майысып жүрсің, короче. Олар менсінбей, надо как мужик по душам сказать. Ты, короче, козел, там, ты сволочь, скотина, Тебя ты закроют. баласовым богам, там, и так Если далее. такое скажешь, я так И потом надо написать. И вот тогда он сделает, понимаешь? Это ругать, это мужская энергия. Нужно мужскую энергию сделать, понимаешь? А если туда женскую энергию, там, как у вас? Не надо, пожалуйста, ладно? Там углы острые срезать будешь, что они скажут, они тебя просто